Я не по-детски, я испугался. Натурально я испугался. И крикнул навстречу ему. Второй день сегодня уже. Как мы в тайге. И смотрите, какая погода. Погода ужасная. Всю ночь и целый день. Дожди и дожди идут. Я вот только что мы с Айдой пришли с тайги. Выходили в тайгу. Но толку от этого никакого. Вообще. Погода ужасная. Ничего там делать не смогли. Не поработать. И немножко походили так. Одного рябчика видели и одного глухаря. И все. И еще один момент, конечно, интересный будет. Сегодня я вечером, наверное, расскажу за ужином. Что нормально так. А это тоже сейчас сырая. Сейчас будем ужин варить. И Айду, наверное, тоже загоню в избушку, пускай подсохнет. Смотрите, вся сырая. И я тоже. Вон, в плаще, и плащ почти пробивает дождь. Как поливает, смотрите. Ужасная погода. И листопад начинается, между прочим. Буквально там ветерок подует и сразу листья. Листопад, да. Вот, скажем, сейчас я сниму вот небольшой момент. Вот недалеко там березовая роща. И вот смотрите, вся еще желтая там с листьями. И по ходу можете так, если в кадр будет попадать, или я сам буду снимать, какими будут эти деревья через пару дней, скажем. Если начнет, так он быстро листья выпадают. Вот так. Первый день, второй день, как-то первый день вчера мы поднимались там, пока туда-сюда. И второй день сегодня прошел пустую, можно сказать. Я думаю, завтра такая же погода будет. Вообще противная как-то. Скорее бы уже солнце выглянуло и чуть-чуть под заморозкой, чтобы начались. А там снежок, чтобы немножко выпал. Как снег выпадет, там уже заморозки начнут. Лед станет, и обратно уже надо ехать, там, пока лед полностью не станет. А то разок бывало, там через лед я ехал, там плыл через лед домой. Там видео даже есть. Не знаю, какое название у меня. Я там немножко поснимал на фотоаппарат старенький. Вот так. Ладно, сейчас я буду печку затапливать. И готовить ужин, наверное. Хотел на костре готовить, там чай скипятить. За костер, в такую погоду на улице, наверное, не буду я. Все, я сделаю ужин в избушке. Так, ладно. Потом я расскажу, какая история у меня с утра была. А сейчас я буду готовить ужин. На улице, ребята, полностью стемнело уже все. Тьма, ничего не видно. Мы уже затопили печку, уже сварили, вскипятили чай. У меня тут еще в сковороде внутренности от рыбы, что я поймал сегодня. 4 щучки я поймал и налим там. И внутренности я зажарил, и пол налима еще вот здесь у меня. Самое вкусное, короче, я жарю. И также я сварил еще супец, вот такой наваристый суп. Это на ужин, и на завтрашний день мне хватит.
Так, что я хотел еще заснять? Сейчас, чуть не забыл. Вот моя Айда отдыхает. Вот она, родимая. Затаилась. Где ты? Эй! Вон она. Вон. Он отдыхает. Пускай немножко полежит тут, а потом, как высохнет полностью, я обратно на улицу выгоню, пусть в будке пускай спит. Сейчас немножко пусть высохнет. А под дождем целый день тоже бедолага бегала. Да, давай ложись уже, отдыхай. Вот печка топится, жар дает. И вот 2 дня уже я топлю печку. Сколько уже печка так-то теплая вся. Да, весь теплый. Вся печка теплая. И снизу 3 венца, наверное, где-то снизу 3 венца. Полностью сырые. И если присмотреться, не знаю, видно, нет. Аж какая-то влага вон выходит из кирпичей. Вон, видели? Капает. Влага выходит. Вообще ужасное место. Моя избушка на самом ужасном месте. Я не знаю, сколько терпения мне хватит с этой печкой возиться. Надо все-таки сварить железную печку, привезти экономку какую-нибудь сделать. Че хрипишь-то? Он лежит и спит. Глаза открыты. И тут еще, не знаю, видно, надеюсь, вон опять образовалась такая щель. Где-то сантиметр на щель. Я уже в прошлом году проволокой тут закреплял, чтобы не разошлась печка. И вон, смотрите, опять, если не проволока, опять что-то куда-то опять едет моя печка. Не знаю, что делать, с этой печкой. Пока стоит, пускай стоит, но буду думать, что надо сварить сваркой новую печку. И здесь трубу мы в прошлую весну или позапрошлую уже тоже разбирали. Вот смотрите, вот здесь у меня труба здесь была. Вот смотрите, пришлось как отодвинуть трубу на 5 сантиметров в ту сторону, потому что у меня печка как-то ушла и труба вот так стояла, зигзагом. Хотя я строил вот так, вертикально было. А потом как-то печка ушла, и вот так у меня такая труба становилась. И я разбирал до сюда и чуть-чуть отодвинул трубу. И опять такая же картина. Айда вышла. Что-то не лежится ей. Все высыхает у меня тут вещи. Вон, смотрите. Приходится снимать под фонарик, но что поделаешь, темно. Все высыхает. Нагулялись мы, конечно, без толку сегодня. Сейчас суп уже почти готово. Плащ тут тоже высыхает. Как-то плащ нормальный, но все равно отсырело все. Уже года 2, наверное, пользуюсь им. Чуть-чуть снизу прохудилось тут. Ну, крепкая, оказывается, плащ. Мусорное ведро там. Вот из чего я варю суп. Как обычно, звездочка. Запас дров у меня за печкой так. Немножко сыровато. Чуть-чуть, как бы на улице сыро погода, дождливая из-за этого. А так-то высохло все. Я весной заготавливал дрова. И спасибо, что вчера я этим занимался. Я немножко сюда заготовил и в коридоре там еще заготовил. Если бы вчера этим не занимался, сегодня вообще дождь идет. И может завтра еще будет. Посмотрим. Вот так. Краткий обзор моей печки. Печка какая-то странная получилась. Ну, печка нормально, но вот место такое, что вот туда-сюда шатает, блин. Вот так вот. Да? Сюда легла. Пускай отдыхает.
Пускай отдыхает. А вот здесь я отдыхаю, вот тут. Сплю. Обычно. Ну вот и ужин. Ужин у меня. И ужин у меня сегодня по-царски. 3 вида блюда. Каша, внутренности рыбы, суп. Я уже немножко покушал. И заодно хочу рассказать, как сегодня прошел у меня день. Как бы сегодня с утра я встал, и вот такое освещение, но надеюсь, если плохо видно, будет слышно. И сегодня я с утра встал, и на улице дождь идет. Ну, пока там позавтракал, чай попил, дождь перестал идти. И я решил, думаю, пока не вышел на охоту, схожу, проверю сети до озера. Там, если напрямик, 2 километра, ниже по течению 2 километра. Я решил сходить пешком, и я не знаю почему, даже ружье не взял. Взял только топор. Но ружье не взял, потому что все капает, там сыро. Опять думаю чистить ружья, все равно пришлось чистить. Все равно за целый день я сходил. Ну и фиг с ним. Не взял и не взял. Иду себе, где-то полкилометра оставалось до озера. Слева река. Справа такой густой лес. И я не знаю, с правой стороны что-то, какое-то кваканье я услышал. Первый раз. Я 30 лет охочусь, и первый раз такой звук квак, кваканье. И с охотниками как-то я говорил, рассказывали, и в интернете там тоже также я смотрел. Слышал, это кваканье, это ложь. И действительно оказалось, это ложь. Это кваканье шло на меня с таким шумом, с шорохом, так бурелом такой там. И квакает, и именно на меня прет и прет такая машина. Я не по-детски, я испугался. Натурально я испугался. И крикнул навстречу ему. Я не помню уже, что я крикнул, и она крикнула. Но на этот крик лось не реагировал. Как шел, так и идет. И я вот еще раз уже начал, как бы у меня топор в руках, и больше ничего. Топор и ведро. Как бы я на рыбалку иду. Я по дереву ударил, и метров 35, наверное, я этого лося увидел. Остановился, вот такая машина стоит. 35 метров от меня. Одним глазом я смотрю на лося, а вторым глазом ищу путь отхода. И с левой стороны, я вот смотрю на лося, и с левой стороны я вижу елка такая большая, крупная. И сучья, вот где-то сантиметров 5 толщиной. Сразу в голову пришло, если нападет, я как в мультиках, в кино. Я вспотел, как рассказывая, вспотел. Мне не до смеха было там. Если что, я поднимусь. До елки 5 метров, до лося 35. Я не знаю, кто бы успел. И от страха, но я испугался действительно. Кому-то может смешно, но мне не до смеха было. Потому что сейчас гон, наверное, и они идут на шорох, шум. Я так думаю. И я еще крикнул. И этот лось как-то, я не знаю, вот, я его вижу, но голову я у него не видел. Это самка была или самец с рогами или без рогов. Я не знаю, что там было. Я только лося вижу и все, 35 метров, в упор почти. И он ломанулся от моего крика, вот на меня он смотрит влево ломанулся.
И так подсад, так и елки такие, знаете, фу, такое место такое, но такое вот, есть такое место, где вот душа радуется таким местам. Весело идешь, там вообще круто. А там вот такое место, ну, именно для лосей, может, и самое то. Ух, как я спотел. И он ломанулся, и вот такой хруст, такой шум. И все время квак-квак, квак-квак. Как лягушка квакает, действительно. Такая машина. И звук такой, ну, я не знаю, там, как у младенца. Я не думал. Я говорю, первый раз за 30 лет первый раз услышал звук лося. Я много лосей видел. Много раз его видел, да. По-разному приходилось видеть. Но что вот на меня так шел лось, мне было страшнее встречи с медведем даже. Медведь, когда убегает, такого хруста, такого шума нету. Но лось, конечно, он лось. И это не шутки. Это правильно сказано, вот когда мне дед рассказывал. Идешь на охоту на лося, приготовь доски для гроба. Идешь на охоту на медведя, приготовь одеяло или... И по-другому он, по-кому что-то он рассказывал. Это дает то, что когда вот, ну, многие, даже у нас в Нившере один человек погиб. За лосями раньше как бы вдогонку они шли, бежали, раздевались и догоняли лосей и стреляли. И дед мне сказал, готов доски для гроба. Многие погибали и вот думали, что вот сейчас догоним. А лосей не догоняли и замерзали. Потеют, бегут, и силы не хватает, если напарник еще не придет, который за рюкзак или одежду еще на себе несет, за тем, кто бежит за лосем. И один у нас в Нижере даже так погиб, замерз. А медведь по рассказам тоже вот готов, ну, себе мягкую кровать, скажем, грубо говоря. И может искалечить, но может быть еще останешься жив. Но так дед рассказывал, и я прислушиваюсь этим советам. А вот еще не дорассказал. Этот лось, вот, скажем, пробежал где-то сегодняшний лось. Пробежал он, круг такой сделал. Сперва право, вот от меня право побежал. Потом смотрю, слышу, такой хруст идет, так круг сделал, уже налево начал бежать. И дошел до того места, где вот эти кваканья неразрывные были. Я думаю, там еще, наверное, была самка с теленком, потому что много их стало, этих кваканий. И также такой хруст, такой лом, думаю, все. Я думал уже возвратиться домой, дальше не поеду, не пойду. Ну, после сегодняшнего дня, думаю, если хоть на какое расстояние, давали мне совет, говорит, Олег, зачем без ружья ходишь, в комментариях писали. Ну, где с ружьем, где не ружья, просто для самообороны вот в таких случаях. Конечно, может быть, я и не выстрелил, мне лень возиться с этим лосем. Или без лицензии, там штрафы, мафы, это головная боль такая. А для безопасности, конечно, надо было бы, конечно, взять ружье, да. Вот такая история у меня сегодня была. Немножко испугался я. Вот. А на этом, наверное, все. Второй день у меня, можно сказать, закончился. Считай, уже закончился. Сегодня уж точно никуда не выйдем. Только если в туалет. Остается только еще поужинать, чай попить и
отдыхать. В принципе, рано еще, вот без 27 время. Успеем еще выспаться, а делать нечего. Остается только лежать. Если заснем, будем спать. Помажу немножко еще ружье автолом, ну, обычно автолом мажу. И будем ждать завтрашнего дня. Думаем, будем надеяться, что будет погода, будет охота. А если дожди будут, я снимать ничего, как и сегодня, не буду. Потому что мне чуть-чуть жалко камеры. И там потеешь, в пазуху, скажем, прячу, а там я вообще сырой потею, когда иду. Сверху дождь идет. Пока без съемки охота идет. Тихая охота, без выстрела, без ничего. А на сегодня все. Я буду отдыхать. Третий день мы уже в тайге. Опять целый день шел дождь. Сейчас вот к вечеру только что начало проясняться. Где-то, наверное, часа 3 максимум. Так, более-менее погода. И вот я только что с охоты пришел. Как дождь перестал, я собрал рюкзак и без собаки так сходил на Рябчиков. Сходил недалеко, где-то километра 2, наверное, 2,5 как-то от избушки. В одну сторону и обратно. Небольшой кружок такой сделал. Весь сырой, весь сырой. Более как-то прояснилась погода, но все равно кратковременные дожди. То начиналось, то заканчивалось. Также с собой камеру я не брал, но как прошла охота, я вкратце немножко расскажу, конечно. Сейчас свежий чай, наверное, скипятим и свежий чай заварим, чай попьем. Уже в горле все пересохло, пока свистел, ходил там. Не знаю, загорится, нет. Погода такая сырая, блин. Все сырое. И дрова отсырели, и на деревьях все сыро. Когда уже погода наладится. Но сегодня хоть более-менее, чуток-то сейчас уже после обеда. Не знаю, сколько времени сейчас. И пока я ходил, видел гусиную стаю. Так кричали, голову поднял, а там очень высоко, еле видны они были. Такой высотой они набрали и летели. И еще второй звук был. Еще гусиные голоса слышал, но я их не видел. Где-то пролетели, непонятно. Ну, за первой стаей как-то они может, деревья мешали, из-за этого я не вижу. Чуть в стороне пролетели. Все уже гуси потихоньку начинают тоже движение гусиное. Но обычно здесь они пролетают тоже много, ну каждый год. Может еще удастся увидеть, заснять. Сейчас еще покажу свой трофей, что я добыл сегодня. Ходил без айды и рябчиков немножко настрелял. Все, вроде загорелось.
Сейчас будем кипятить чай. Не зря я сделал этот навес. В любую погоду. Хоть снег, хоть дождь. Делай что хочешь. Хочешь рыбу чисти. Или с дичью можешь там, что надо там выпотрошить или еще. Или просто еду готовить. Так что делайте навес возле избы. Надо было еще поближе там сделать. Вообще, чтобы рядом, возле двери там было. И баню поближе тоже надо. Но лес там был, вот из-за этого баню подальше сделал. Поблизости леса такого не было. За избушкой, в принципе, есть еще, но ну, там пусть стоит. Будет там стоять. Не знаю, там... Загорается потихоньку загорается. Надо переодеться. Весь сырой, наверное, все-таки переоденусь. Там про рабчиков расскажу.